Добрый день, уважаемые ученики и учителя! Мы рады приветствовать вас на медиауроке, посвященном Дню Республики Саха-Якутия. Почему День Республики Саха-Якутия мы празднуем именно 27 апреля? В этот день, в 1922 году, специальным документом Всероссийского Центрального исполнительного комитета была образована Якутская автономная Советская Социалистическая Республика, и в 1992 году, 27 апреля, была принята Конституция Республики Саха-Якутия. Этот урок будет посвящен теме Якутия, природа, история и культура. Якутия – самый крупный по территории регион России и одна из самых крупных административных единиц в мире. Будь Якутия самостоятельным государством, она занимала бы 8-е место в мире по площади. При этом по численности населения республика остается одной из самых малозаселенных территорий. На одного человека здесь приходится почти 3 квадратных километра. Это связано с тем, что почти 40% земель региона расположены за Северным полярным кругом. Около 2/3 территории Якутии занимают горы и плоскогорья, и лишь 1/3 низменности. Климат наш резкоконтинентальный, характеризуется продолжительной зимой и коротким летом, широко распространена вечная мерзлота. Из-за обширности территории в Якутии представлено сразу 4 климатические зоны. Большую часть Якутии занимает тайга. На севере узкая полоса лесотундры переходит в тундру и сменяется арктической пустыней. Соответственно, флора и фауна Якутии представлены типичными представителями этих климатических поясов. Давайте остановимся на климатических зонах Якутии. Зона арктических пустынь и полупустынь. Якутия граничит с 2 морями. Это море Лаптевых и Восточно-Сибирским морем. Острова и побережья этих морей – арктическая зона Якутии. Значительная часть поверхности островов занята ледниками, скалами и каменистыми россыпями, лишенными растительности. Для равнин характерен слабо развитый почвенный покров, мощность которого не превышает от 1 до 3 сантиметров. На севере Республики Саха раскинулась тундра, где условия для произрастания растений неблагоприятны. За короткое лето земля не успевает оттаять полностью, образуя слой вечной мерзлоты. В верхних слоях почвы скапливается влага, что приводит к образованию болот со скудными залежами торфа. Богатых запасов торфа в тундре не найти, так как самого главного компонента – растений здесь мало. В тундровой части Якутии процветают лежаки и лишайники. Лесотундра представляет собой промежуточную зону перехода от тундровой к таежной зоне. Находится в пределах субарктического климатического пояса. Тундра с лесом здесь сливается воедино. Данная зона сурового климата лежит параллельно южным окраинам тундры. На ней происходит чередование редких лесных участков с тундровыми участками. Зато тайга – это настоящее лесное королевство. В якутской тайге преобладает таурская лиственница, которая неплохо приспособилась к местным суровым условиям и может на зиму сбрасывать свою хвою. Много кедров, елей, берез, пихт, встречаются сосняки. Если флору Якутии представить цифрами, то получится следующее. Высших растений 1850 видов, мхов 575 видов, лишайников 550 видов, водорослей 2678 видов, грибов 600 видов. 19 видов растений Республики Саха занесены в Красную книгу. Большая часть республики лежит в зоне вечной мерзлоты. Летом почва оттаивает на глубину от 3 до 4 метра, но даже на такой глубине нередко обнаруживаются кости вымерших животных. Самые древние животные обитали в Якутии около 140 миллионов лет тому назад. Это были крупные травоядные ящеры, динозавры. В Якутии было найдено большое количество останков стегозавров. Стегозавров очень часто показывают в фильмах и мультфильмах. Длина их тела превышала 5 метров, их главное оружие – щипы на спине и хвосте.
Они были достаточно крупными, но имели очень маленькую голову. Мозг их, по словам ученых, был размером всего лишь в один грецкий орех. Питание стегозавров в условиях Крайнего Севера 125 миллионов лет назад тоже интересная тема. Точно известно, что стегозавры были травоядными, однако по сточенности зубов ученые пришли к выводу, что на территории Якутии ящеры питались очень жесткой пищей. Чем конкретно, пока выясняется. При этом следов кариеса, с которыми часто сталкиваются травоядные, у стегозавров найти не удалось. Якутия – главный холодильник для ученых. Именно здесь найдено огромное количество уцелевшей органики древних животных, среди которых мамонты, пещерные львы, шерстистые носороги, бизоны, заргелии и другие. Мамонты, млекопитающие из семейства слоновых, появились около 4 миллиона лет назад и вымерли примерно 10 тысяч лет назад. Животные достигали высоты 5,5 метров и массы тела 14-15 тонн. Мамонты были отлично приспособлены к жизни в суровых условиях холодного климата. Обитали в Европе, Азии, Африке и Северной Америке. При жизни мамонты имели всего лишь 4 зубка, которые за период продолжительности жизни мамонта менялись 6 раз. В Сибири и на Аляске известны случаи нахождения трупов мамонтов, сохранившихся благодаря пребыванию их в толще многолетней мерзлоты. Про других древних животных Якутии вы можете узнать самостоятельно из соответствующей литературы. Животный мир. Климат Якутии не всегда был таким холодным. Из членистоногих установлено обитание 5670 видов, в том числе насекомых 4500, клещей 630, пауков 540. Фауна позвоночных животных представлена одним видом круглоротых, 99 рыбами, 6 земноводными, 2 пресмыкающимися, 318 птицами, 75 видами млекопитающих. В Якутии гнездится 271 вид птиц и 47 видов отмечены во время случайных залетов. Большая часть гнездящихся пернатых, 228 видов, являются перелетными, а 43 – оседлыми, то есть обитающими в Якутии круглый год. Ядро орнитофауны составляет воробьинообразные 115 видов, жанкообразные 67 и гусеобразные 49 птиц. Из рыб материковой части в республике наиболее богато представлены отряды лососеобразных 20 видов и карпообразных 12 видов. Основу ихтиофауны составляют рыбы, жизненный цикл которых приурочен к одной и той же территории, внутренним водоемам 47 и морю 55. 4 вида являются полупроходными и 7 проходными. В Красную книгу Республики Саха-Якутия занесено 112 видов животных, в том числе 16 насекомые, 6 рыбы, 3 земноводные, 2 пресмыкающиеся, 68 птицы, 17 млекопитающие. Из них 29 видов, насекомые 1, птицы 19, млекопитающие 3 занесены в Красную книгу Российской Федерации. Якутия является уникальной территорией по разнообразию, количеству и качеству полезных ископаемых. Здесь официально зарегистрировано 1823 месторождения 58 видов минерального сырья. Наиболее важными являются месторождения алмазов, сурьмы, урана. Также на долю республики приходится 47% разведанных запасов угля, 35% природного газа и нефти в Восточной Сибири и Дальнего Востока. При этом более 16 тысяч потенциальных месторождений остаются слабоизученными. Много редчайших замечательных минералов таят в себе недра Якутии: сиреневый чароит, зеленый хромдиапсид, голубой дионит, темно-оливковый вилюит, серовато-белый ахтарандит, черный якутит. Главной отличительной особенностью этих камней, обнаруженных кроме хромдиапсида,
только в Якутии является красивая окраска или декоративный рисунок. Человек заселил территорию современной Якутии сотни тысяч лет назад. Территория Республики Саха-Якутия начала заселяться в эпоху раннего палеолита. В эпоху неолита люди расселились по всему течению Лены и ее притоков. Основу хозяйственной деятельности населения составляли охота и рыболовство. В первые века нашей эры на территории Якутии стало развиваться оленеводство, связанное с приходом сюда предков эвенов и эвенков. К XIII веку тунгусские племена расселились на Средней Лене, Вилюе, Алекме. В X-XV века центральные районы Якутии заселились предками якутов, скотоводческими тюркскими племенами, пришедшими сюда с юга, из Прибайкалья и частично ассимилировавшими местное население. Постепенно тунгусские племена отошли к западу и востоку от Лены, и в ее низовье часть их расселилась в бассейнах Колымы и Индигирки. Изучение древнейшей истории Якутии требует совместного труда лингвистов, археологов и генетиков. Якуты жили в Ленско-Амгинском междуречье, в низовьях Вилюя, Алекмы и верховьях Яны. Основным их занятием было разведение крупного рогатого скота и лошадей. Якуты занимались также охотой и рыболовством, на севере – оленеводством. Хозяйство носило натуральный характер. Якуты поклонялись небесным божествам Айы и духам природы, совершали весенне-летние ритуалы, справляли календарный праздник Исых, кумысные церемонии небу, земле, воде. Культура якутов уникальная и богатая. Истории якуты владеют всеми способами декоративно-прикладного искусства. Народный костюм, традиционные украшения, предметы быта до сегодняшнего дня вызывают огромный интерес у исследователей со всего мира. Также гордостью всего народа Саха является фольклор, который сохранился, несмотря на то, что якуты долгое время были бесписьменным народом. Олонко, исполнение тоюк, танец осохай, сказки, легенды и предания сохранились до наших дней. Кроме якутов, на территории современной Якутии живут эвенки, эвены, юкагиры. Они вели кочевой образ жизни, занимались оленеводством, охотой, рыболовством и собирательством. Позднее, в XIX веке, появился один из наиболее молодых народов севера – Талганы. Также к коренным народам Якутии относятся русские старожилы, которые живут на севере Якутии. Культура коренных малочисленных народов севера ярко характеризует их кочевой образ жизни. Вся одежда, хозяйственная утварь является мобильной, в основном изготовлена из оленей шкуры, костей животных и дерева. Устное народное творчество, танцы, песни, фольклор сохранились до наших дней в первозданном виде. В XVII веке после смутного времени государственная казна опустела. Для того, чтобы поднять экономику страны, необходимо было присоединить новые земли. Первые русские пришли на территорию Якутии в период с 1620-30-е годы. В 1620-х годах первым из русских достиг Лены первопроходец Пантелей Демидович Пянда. Вернувшись, он составил первое письменное известие о своих открытиях, которое явилось поводом к дальнейшему исследованию Ленского края. В 1629-30-х годах группа мангазийских казаков под предводительством Добрынского совершила поход, во время которого они безуспешно пытались обложить ясаком якутов, живших на берегах рек Вилюя и Лены. В 1632 году на правом берегу Лены был заложен Ленский острог отрядом енисейских казаков под руководством Петра Бекетова на правом берегу Лены. Эта дата считается началом присоединения якутских земель к России. За несколько лет отряд Бекетова успел обложить ясаком коренное население почти всей центральной Якутии. Место, на котором был первоначально построен острог, оказалось неудачным из-за весенних разливов Лены, часто затапливавших его. В 1638 году был образован Якутский уезд
подчинявшийся сибирскому приказу. Позднее уезд был преобразован в Якутскую провинцию и Якутскую область Иркутской губернии. Одновременно с Якутским острогом русские поселенцы основали Жиганск, Вилюйск, Алекминск, Верхоянск, Зашеверск, Среднеколымск. Эти остроги стали форпостами продвижения русских колонистов на северо-восток Азии, Дальний Восток и северо-запад Америки. В 1642-43 годах Якутский острог был перенесен на современное место в долину Туймада и переименован в Якутск. В скором времени Якутский острог превратился в важнейший опорный пункт, из которого осуществлялось русское освоение не только Ленского края, но и многих других северных и восточных территорий. Присоединение Якутии к России способствовало социально-экономическому и культурному развитию края. Часть якутов начала заниматься земледелием, хлебопашеством и огородничеством. Христианизация коренных жителей края способствовала развитию просвещения народов Якутии, появлению литературы на национальных языках. С середины XVII века Якутия стала местом ссылки. Здесь отбывали наказание декабристы, участники польского восстания в 1863-64 годах, народники, народовольцы, позднее представители всех левых партий и групп, наконец XIX – начала XX века. Ссыльные способствовали культурному и политическому развитию народов Якутии. С середины XVIII века начал обустраиваться Иркутско-Якутский тракт, ставший важным сухопутным звеном главного транзитного сибирского пути. В 1743 году между Витимом и Якутском по берегам Лены было учреждено 28 станций, в конце XVIII века их стало 36, в 1860-х годах 64. Возрастало движение и по Охотскому вьючному тракту, устроенному для перевозки грузов Камчатской экспедиции Витуса Беринга, а в конце XVIII века получившему важное значение в связи с деятельностью российско-американской компании. В 1768 году была официально учреждена Якутская ярмарка. На протяжении 18-19 столетий Якутск являлся важной опорной базой для исследований северо-восточных рубежей страны. Отсюда отправлялись в дальние походы первопроходцы Семен Дежнев, Владимир Атласов, Иван Москвитин, Василий Поярков, Ерофей Хабаров. В XVIII веке большой вклад в изучение Якутского края внесла вторая Камчатская экспедиция под руководством Витуса Беринга. Якутск являлся важным пунктом многих других академических экспедиций. В этих экспедициях нередко деятельное участие принимали местные жители. С XVIII века начали открываться школы в городе Якутске. В основном они были платные, но с активной деятельностью политических ссыльных с XIX века в Якутии начали открываться частные школы политических ссыльных. Это способствовало формированию первой плеяды якутской национальной интеллигенции, началось повышение уровня грамотных людей. Многие представители Якутии окончили крупнейшие вузы страны. Среди них можно выделить первого юриста из якутов Михаила Афанасьева, Василия Никифорова Кулемнюр, первого врача из якутов Прокопия Сокольникова, первооткрывателя каучука. И в историю Якутии вошли имена первых ученых, этнографа Гавриила Ксенофонтова, лингвистов Семена Новгородова, Баишева, экономиста Гаврилова. В начале XX века активное развитие Якутска было связано с периодом губернаторства Ивана Крафта. В это время в городе были построены электростанция, телефонная станция, открыты приюты. В 1913 году в городе был открыт отдел Русского географического общества. В 1922 году была образована Якутская АССР в составе РСФСР. В 1923 году было открыто крупное месторождение золота на Алдане. Золотодобыча вызвала приток населения и дала толчок к освоению южных районов Якутии.
30-х годах началась эксплуатация Северного морского пути, в устье Лены был построен морской порт Тикси, водные и воздушные трассы связали ранее труднодоступные районы республики. Развивалась промышленность, в Якутске были пущены лесопильные, кожевенно-обувной и кирпичные заводы, продолжался лов рыбы в низовьях Лены, добыча соли на Кемендяйском и Придуйском месторождениях, производство ряда видов пищевых продуктов и другие. Нужды транспорта и промышленности вызвали потребность в угле, добыча которого была организована в Сангарском и Каласском бассейнах. Было построено несколько электростанций. В 1950-х годах развернулись работы по исследованию недр. Главным событием стало открытие алмазоносных месторождений по Вилюю. На западе республики создана мощная алмазодобывающая промышленность. В 1950-70-х годах открыты новые угольные и железорудные месторождения, залежи нефти и газа. К концу 70-х годов в Якутии добывался почти весь объем алмазов и сурьмы страны, значительная часть золота, олова и другие полезные ископаемых. В конце XX века, период политических, экономических и социокультурных трансформаций в СССР, в 1990 году Якутская АССР была преобразована в Якутскую Саха-ССР, в 1991 году в Республику Саха-Якутия. Первым президентом был избран Михаил Ефимович Николаев. Давайте поговорим о государственных символах Республики Саха. К государственным символам любой страны относятся государственный герб, государственный флаг и государственный гимн. Есть они и у нашей Родины. Отношение к символам – это отношение к самому государству. Оскорбление государственных символов – это оскорбление государства, его народа, его истории и культуры. Об этом записано в Конституции. Конституция – это основной закон Якутии, принят Верховным Советом Республики Саха-Якутия 4 апреля 1992 года. Флаг Якутии – один из главных государственных символов Якутии, наряду с гимном и гербом, и служит основным знаком единства многонационального народа Саха. Принят на 6-м сессии Верховного Совета Якутской ССР 14 октября 1992 года. Зарегистрирован за номером 183 в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации. Якутский флаг полотнище формата 1:2, на голубом фоне которого изображен белый круг, а в нижней части расположены 3 горизонтальные полосы белого, красного и зеленого цвета сверху вниз соответственно. Голубой фон республиканского флага олицетворяет красоту и величие Якутии, очарование севера и непростые условия жизни местного населения. Белая полоса – образ снега, а также символ чистоты и доброты. Красный – традиционный цвет в прикладном искусстве якутов. Зеленый – ассоциация с зеленью местной природы и дружбой между народами севера. Белый круг в центре флага – образ полярного солнца и традиционный символ связи с предками согласно древнему якутскому эпосу. Герб Республики Саха-Якутия представляет собой круг, в центре которого изображение древнего всадника со знаменем с наскальных рисунков реки Лены на фоне солнечного диска щита, помещенного в обрамление с традиционным национальным орнаментом в виде 7 ромбических кристаллообразных фигур и надписями «Республика Саха-Якутия» и «Саха-Республикате». В цветном изображении государственного герба Республики Саха-Якутия солнце серебристого, всадник красного, обрамление синего, орнамент и надписи белого цвета. Центральный элемент герба – один из рисунков шишкинских писанец, древних наскальных изображений, обнаруженных у деревни Шишкина в 1745 году. Наскальные рисунки относятся к 6-9 веках нашей эры и являются наследием народа Куркан, считающегося предками якутов. Всадник на гербе Республики Саха-Якутия символизирует объединение людей, народов, живущих в республике. Под знаменем подразумевается единение племени и его могущество, власть и начало государственности. Ромбовидный орнамент, украшающий обрамление, присущ всем северным народам и одновременно напоминает кристаллики ограненного алмаза, также своеобразного символа Республики Саха-Якутия. Кроме того, 7 ромбических кристаллов символизируют 7 народов, населяющих край якутов, русских,
Эвенков, Эвенов, Чукчей, Долганов, Югагиров. Синий цвет символизирует верность, искренность и надежность. Белый цвет – чистоту, а красной охрой выполнены наскальные рисунки у Шишкина. Другие авторы предлагали в качестве элементов герба мамонта, бобра, северного оленя, глухаря, белку, тюленя, моржа, журавля, стерха, но эти предложения не получили поддержки. Гимн Якутии является региональным гимном Республики Саха, субъекта Российской Федерации, является одним из официальных символов Республики Саха наряду с флагом и гербом Республики Саха. Первоначально он был написан на языке Саха Савой Тарасовым и Михаилом Тимофеевым. Гимн был переведен на русский язык Владимиром Федоровым. Музыку написал Кирилл Герасимов. Гимн был официально принят 15 июля 2004 года. Музыка гимна исполняется в тональности фа-мажор. Итак, дорогие ребята, на этом наш урок подходит к концу. Всех еще раз поздравляю с наступающим Днем Республики. Любите свою родину, храните природу, чтите традиции и узнавайте еще больше про ее удивительную историю.